Добрый день, уважаемый Владимир Иванович. Добрый день, уважаемые коллеги. Несмотря на то, что определенные события произошли, предшествующие его назначению, я рассчитываю в первую очередь на то, что мы с самого первого дня работы с вами найдем абсолютно конструктивный подход к делу. И прежде всего это касается реализации тех задач, о которых я уже непосредственно говорил на встрече с президентом перед моим назначением, о чем сказал уже сейчас Владимир Иванович. Это, безусловно, основные приоритеты, которые стоят перед нами, перед руководителями всех уровней власти. Хотел бы сегодня еще раз акцентировать на некоторых из них свое внимание и ваше внимание. Во-первых, это что касается непосредственно бюджетной политики. К формированию и исполнению бюджета нам необходимо подходить крайне взвешенно и достаточно ответственно. Это тот документ, по которому в ближайший год будет жить республика. Перспективы и планы трехлетние должны отражать реальные потребности населения республики, реальные возможности и учет всех резервов. На сегодняшний день я хотел бы отметить, что бюджетная политика имела определенную тенденцию к определенному образу заимствования, которые покрывали дефицит. Хочу сказать, что от такой тенденции, с учетом резервов и ресурсов региона, надо постепенно отходить. Хотел бы отметить, что это основная задача не в среднесрочной, а в краткосрочной перспективе. Поручение правительства республики активизировать внутренние резервы в первую очередь и активно поработать на федеральном уровне с тем, чтобы привлечь дополнительные средства в республику. Жду от вас, уважаемые коллеги, в ближайшее время конструктивных и деловых предложений для пути. При этом, безусловным приоритетом остается, как уже сказал Владимир Иванович, майских указов. Я хотел бы отметить принципиальный момент. Это выполнение программы переселения из ветхого и аварийного фонда. На сегодня в этом отношении в республике, ознакомившись с ситуацией, могу сказать, что очень сложная, я бы сказал, непростая ситуация. Первый этап программы практически сорван. Второй под угрозой. Возникает извечный вопрос: кто виноват и что делать? Основная работа по переселению из аварийного жилья, которая сегодня проводится, была передана на муниципальный уровень. И, к сожалению, в этой ситуации, я должен констатировать, не все справились с этой задачей. Республика и федеральный центр выполнили свои обязательства. И были осуществлены соответствующие финансовые ресурсы, переданные на муниципальный уровень для выполнения этой программы. 960 миллионов из федерального и почти 1,5 миллиарда из республиканского бюджета. 1,5 миллиарда средств, которые направлены республикой для выполнения этой задачи. На сегодняшний день вызывает просто недоумение, безответственность некоторых руководителей регионов, муниципальных образований. Конечно, местные органы власти оказались в определенной сложной ситуации, но тем не менее мы должны, невзирая ни на что, выполнить поставленную задачу. Сегодня существует реальная угроза, я просто обращаю ваше внимание, из-за невыполнения указанной задачи оказаться в штрафниках на федеральном уровне. Нам грозит возврат соответствующим образом 214 миллионов рублей. Федеральный бюджет – это помимо того, что мы с вами заплатим соответствующие штрафные санкции. Хотел бы отметить и особо озвучить те муниципальные образования, которые не справились с этой задачей. Это городской округ Ухта, это город Сыктывкар, это районы Сыктывкинский, Троице-Печорский, Удорский и Печор. Здесь присутствует глава муниципальных образований, и я призываю задуматься и принять все
меры для того, чтобы в кратчайшие сроки начать реальную работу по исправлению этой ситуации. Коллеги, мне не очень приятно с этой трибуны в этот день говорить эти слова. Но я вынужден это делать, дабы не раскачиваться, приступить к реализации тех задач, которые стоят перед нами. Хотел бы предупредить, хоть это может быть и не совсем правильно в этот день, но если произойдет возврат денег из республики, если мы с вами заплатим штрафные санкции, то все, кто допустил каждую халатность, будут наказаны. Но при этом, еще раз подчеркиваю, невзирая на эти трудности, задача должна быть выполнена во что бы то ни стало. Еще один момент, на мой взгляд, очень важный. Вопрос, касающийся работы жилищно-коммунального хозяйства. Владимир Иванович сказал, что это особый вопрос, который должен быть на особом контроле. К сожалению, на сегодняшний день могу сделать вывод, что организация работы в сфере ЖКХ в республике находится на очень низком уровне. Отсутствует должный контроль за прохождением осенне-зимнего периода. Но самое опасное, что на стадии подготовки у некоторых возникает соблазн давать необъективную информацию, не чувствуя никаких последствий ответственности за то, что они делают. И самое главное, дискредитируя власть своими действиями перед населением. Это недопустимо, коллеги. Ответственность за это, конечно, как может быть просто было сказано, несут муниципалитеты. Но та нагрузка, которая сегодня находится в муниципальных органах, она тоже должна быть поддержана и определенным образом синхронизирована с республиканского уровня. Безусловно, республика будет и впредь помогать в решении этих сложных и важных задач. Но однако мне хотелось бы подчеркнуть, что тот, кто устраняется от исполнения своих обязанностей и прикрывается реально несуществующими результатами, еще раз подчеркну, реально несуществующими результатами, будет отвечать. С тем, чтобы всем было понятно, что во власть приходит для реализации властных полномочий на благо жителей республики. Наша с вами общая работа должна быть нацелена в первую очередь и повышение в основном. Это благосостояние жителей республики. Я уже провел встречи с правительством по обсуждению тех других важных для региона вопросов. По моему поручению в кратчайший срок будут проанализированы все действующие республиканские программы и федеральные, в которых республика принимает участие, с точки зрения их исполнения и эффективности. Говоря, что наша работа должна быть конструктивной, совместной и эффективной, я подразумеваю здесь, что в этой работе принимает непосредственное участие Государственный совет республики, новый созыв которого на днях состоялся и приступил к работе, правительство республики, все органы исполнительной власти, всех уровней, муниципальные органы власти и, конечно же, общественность. Что касается меня лично, то приложу все свои усилия, опыт, силы, знания, энергию для решения задач, которые ставят перед нами, в первую очередь, президент России. И основная тема моей деятельности – это дальнейшее социально-экономическое развитие республики, повышение, неуклонное повышение качества жизни населения. Спасибо за внимание.